эфире телеканала «Якутия-24» новости экономики. В студии Нургуяна Иванова, и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Российский фондовый рынок за день потерял 820 миллиардов рублей капитализации. Черный понедельник на российском рынке вызван новыми санкциями США. Еще в пятницу, 6 апреля, в США был подписан приказ о новых ограничительных мерах против ряда бизнесменов из России. В список персон нон-грата попали Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ройтенберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец Реновы Виктор Виксельберг, гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, член правления Сибура Кирилл Шамалов. Из-за этого в лидерах падения в понедельник оказались акции подконтрольного Дерипаски «Русала», который утром объявил о возможном техническом дефолте. Акции «Русала» снизились на 20,35%. Заметно просели и бумаги «Полюса». Они упали на 18,31%. Сюда также входят обыкновенные акции «Мечела», которые снизились на 19,26%. Обыкновенные привилегированные акции Сбербанка – 17,4%. Обыкновенные акции Polymetal снижение произошло на 12,66%. Сюда также входят акции Мегафона, которые снизились на 9,77%. В списке лидеров падения находится и Аэрофлот. Его акции снизились на 8,46%, а также ВТБ – 9,3%. Общая ситуация на фондовом рынке коснулась и акций крупных промышленных компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории Якутии. Так, акции Алроса потеряли почти 8% и составляют на сегодняшний день 83 рубля. Значительное снижение стоимости акций Алроса было зафиксировано полгода назад. Тогда стоимость одной акции достигала 73 рубля. Отмечу, что треть доходов бюджета Якутии формируется за счет поступлений Алроса. Черный понедельник повлиял и на Сургутнефтегаз. Акции компании уменьшились более чем на 1 рубль, что составляет 3,63%. Отмечу, что неделю назад ощущался подъем стоимости акций на 2%. Нефтегазодобывающая компания является одной из крупнейших компаний в нефтяной и газодобывающей отрасли и осуществляет свою деятельность на территории Ленского района Якутии. Из-за санкционного понедельника сильно просели акции компании «Мечел». Акции упали на 19% и составляют на сегодняшний день 2700 рублей. Напомню, что компания планировала увеличить добычу угля в Якутии на 13%. Российская золотодобывающая компания «Полюс» потеряла более 18,31% акций. Они составили 3500. Основными бенефициарами крупнейшего производителя золота в России и одной из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы выступают структуры Сулеймана и Саида Керимовых. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии, в частности в Алданском районе. Акции Роснефти упали на 6,29%. Они составляют чуть меньше 300 рублей. Отмечу, что одно из месторождений компании Тас-Юрях находится в Мирнинском районе Якутии. За день курс доллара поднялся более чем на 2 рубля до 64 рублей. Евро вырос еще сильнее на 3 рубля до 74 рублей 5 копеек. В течение дня он пробил отметку в 75 рублей и обновил рекорд августа 2016 года. Перспективы: рубль продолжит падать и может пробить отметку 61-62 рубля за доллар, говорят опрошенные аналитики. Но ниже при нынешних обстоятельствах не опустится. Укрепление доллара может положительно сказаться на бюджете Якутии. Это связано с тем, что в прогнозе на социально-экономическое развитие Российской Федерации был заложен курс на уровне 64,7 рублей за доллар. Об этом в ходе брифинга сказал министр финансов республики Валерий Жандоров. По его словам, при более низком курсе рубля, ниже 57 рублей за доллар, риски неисполнения бюджета повышаются. То есть, чем ниже курс, риски снижения налога на добычу полезных ископаемых будет расти. Если курс рубля будет дальше ослабевать, то промышленные компании могут делать перерасчет выручки и своих затрат. По добыче они будут придерживаться того плана, который есть в стратегии развития производства.
По прогнозам аналитиков, сегодня ситуация может несколько успокоиться. Индекс РТС может оказаться на уровне 1000-1100 пунктов, а индекс Московской биржи может оказаться на уровне 2000-2100 пунктов. Аналитический департамент Альпари также прогнозирует, что пара доллар-рубль завтра перейдет в диапазон в 59-61 рублей, а пара евро-рубль также в новый диапазон 73,5-75 рублей. Аналитики ВТБ Форекс полагают, что рубль со временем вернет потери, отыгрывая свою недооцененность к нефти. Между тем, в Центробанке не видят рисков финансовой стабильности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверена, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию. У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет необходимости никакой применять системные меры, сказала Набиуллина, выступая на биржевом форуме. Она отметила, что Центробанк будет отслеживать ситуацию и по мере необходимости вводить коррекции. В настоящее время инфляция находится на исторически низких значениях и находится на уровне 2,4%. Набиуллина добавила, что в низкой инфляции финансовые аналитики видят один из элементов поддержания макроэкономической стабильности. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.